Самбайка, мой город, уже проснулась утро. Самбайка, мой город. Материал, который может быть не таким, может быть, легким, да, для восприятия. Поэтому я постарался сделать его попроще. Вообще изначально эта лекция была подготовлена, я ее читал в начале года в Берлине для студентов-востоковедов. Большинство из них были монголоведы, тибетологи, но она была немножечко сложнее, поскольку здесь, в этой аудитории, разные люди, в том числе люди, которые немного далеки от этой сферы, я решил сделать ее более популярной. Здорово, что эта лекция проводится в типографии, потому что как не типография теснее всего связана с графической культурой, с буквами, с письменностью, с письменными системами. Вот мы об этом и поговорим. Мы поговорим о том, как письменность, которую мы используем в повседневности, да, которая имеет для нас значение, которой мы владеем или которая как бы окружает нас, как она влияет на нашу культурную самоидентичность. Так. Я сегодня хотел бы обсудить следующий вопрос, который вы видите на экране. Мы поговорим немного о письменных системах вообще, о том, как они связаны с цивилизацией, с культурой, как они формируют, скажем, формируются, наверное, скорее религии, да, и религиозная идентичность очень тесно завязана на письменности. Мы поговорим о феномене диграфия, это такой термин, я объясню чуть позже, в чем его значение, и культурных войн, которые связаны с противостоянием разных систем письма. Мы поговорим о реформах письменности, последствиях этих реформ, и есть еще один такой интересный термин — орфографическая глубина и культурная преемственность. Это все звучит, на самом деле, на первый взгляд, скучно, но когда мы погрузимся в материал, я думаю, что вам станет понятнее и интереснее, о чем я буду говорить. Меня зовут Николай Церемпилов, я уже 8-й год работаю в Казахстане, в Назарбаев университете, но до этого я почти 15 лет провел в этом учреждении. Я вижу здесь моих коллег, которые сейчас там работают. Но вот я работал с 2000 по 2015 год в этом учреждении, которое называется Центр восточных рукописей и ксилографов. Относится он к Институту монголоведения, буддологии, тибетологии Сибирского отделения РАН. И самое интересное, многие из вас знают, самое интересное в этом здании не само здание, а то, что находится под ним. Да, такие огромные подвальные помещения, цокольный этаж. И я, в общем, эти 15 лет в основном в этом подвале-то и сидел. Да, вот через 15 лет я из этого подвала наконец-то вышел и стал преподавать в университете. Но до сих пор очень ностальгирую вообще по атмосфере этого здания. В этом здании, точнее под ним, хранится одна из крупнейших в России коллекций восточной литературы. Но вот здесь, в частности, хранятся рукописи не только на тибетском и монгольском, да, об этом, наверное, многие знают, но хранятся также еврейские манускрипты. У нас здесь в Улан-Удэ была когда-то синагога, когда ее закрыли, то вот эти вот свитки Торы, они попали к нам. Хранятся маньчжурские, китайские манускрипты, не в столь большом количестве, как монгольские и тибетские, но тем не менее. Да, есть произведения там, на санскрите, да, на каких-то таких очень странных системах письменности, о которых мало что известно. Вот. И это, собственно, определило мой интерес к письменностям. При этом я хочу сразу предупредить, что никаким специалистом по письменностям я не являюсь. Я использую письменность в своих исторических исследованиях, но на самом деле это особая специальность — заниматься письменными системами. И таких специалистов очень и очень мало по какой-то непонятной мне причине. Прежде чем я вот начну говорить об этом, такая маленькая затравочная история из моего личного опыта. Однажды меня и там целый ряд коллег нас пригласили в школу. В школе проводился там фестиваль различных культур. И наша задача была вот
сидеть и писать детям имена, да, по их заказу. Детям это очень нравилось, они потом эти листочки с именами забирали себе домой, и у нас там сидели люди, которые умеют писать на иврите, на еврейской письменности, на китайской письменности, в общем, практически на всех известных системах, на арабской письменности, известных системах письма. И вот я отвечал за монгольскую, и ко мне была самая длинная очередь. Да? Наверное, понятно почему. Дети очень хотели, чтобы имя было написано именно на этой письменности. Потому что она самая необычная, она пишется сверху вниз. Да, и это прямо детей вводило в такое экстатическое состояние. Вот. И дети спрашивали меня, а почему она пишется сверху вниз? У меня, конечно, было объяснение. Да? Вообще говоря, надо сказать, что единого объяснения нет. Но мне тогда, это, кстати, не я так не умею писать, это фотография из интернета. Здесь, я знаю, здесь есть люди, которые умеют и так писать, и намного лучше, да, потому что у нас каллиграфия в Бурятии очень активно развивается. Так вот, я, конечно, мог бы там углубиться, начать говорить о уйгурской письменности, там, о влиянии китайской письменности, да, на вот эту вот вертикальную ориентацию. Но вообще же должно же быть какое-то другое объяснение, такое более культурное объяснение, так скажем, да, популярное объяснение. Вот как вот эта вертикальная ориентация сверху вниз, да, как она может быть объяснена с точки зрения культуры? Я бы даже немножко по-другому сформулировал этот вопрос. Что оно может сказать о культуре, да, когда люди пишут так? У вас есть какое-нибудь мнение на этот счет? Я знаю, что как язычество, наверное, типа сверху вниз, от неба. От неба на землю. Да, но это не обязательно язычество, правда, потому что многие мировые религии тоже сфокусированы на небе. Да? Но вообще это блестящая идея, действительно, это некая ось между сакральным верхом, так скажем, да, и нашим миром. Но что напоминает, вот, чисто графически, что напоминает эта письменность, по-вашему? Растения. Растения, которые растут снизу вверх обычно, а письменность пишется сверху вниз, да? Да, может быть дождь, да, что-то, что не сходит с неба. Многие, это, кстати, такие романтические философы склонны видеть в этом влияние тенгрианства, да, потому что древняя вера монголов, она подразумевала то, что все самое лучшее, что есть в нашей жизни, все не спосылается нам с неба. Да? Вот и письменность как бы повторяет этот паттерн. Все происходит, вот все течет. Вот, может быть, вы видели, была такая картинка, ходила смешная в сети, как различать азиатские системы письма. И здесь есть вот отдельный квадратик с монгольской письменностью. Здесь, правда, немножко такой негативный образ, дождь из ножей кому-то напоминает нашу письменность. Вот, но я к чему это вообще об этом заговорил? О том, что действительно письменность, она каким-то образом связана с тем, как мы видим мир, да, как мы его понимаем, как мы его представляем, может быть. И в этом плане монгольская письменность, она действительно очень выделяется из всех систем письма и, наверное, определяет такую оригинальность монгольской цивилизации, монгольской культуры. Я до того, как начать рассказывать эту историю, остановился на том, что по какой-то непонятной причине специалистов по письменностям, да, вот конкретно людей, которые занимаются функционированием письменных систем в мире, их очень мало. Да. Вообще грамматология, там, скажем, да, есть такое название этой субдисциплины, это часть лингвистики, но 95% всех лингвистов занимаются языком. Да, и только какая-то очень маленькая, небольшая часть уделяет внимание письменности. Это вообще, на мой взгляд, неправильно, и письменность нужно изучать гораздо более пристально. Изучать не просто в утилитарном плане, вот как это делают историки, фольклористы, когда они, антропологи, когда они просто читают тексты, да? А изучать письменность как культурный феномен. Вот как раз мы сегодня обсудим, как это можно делать. Это, кстати, сказал Жак Деррида, известный французский философ, да, что письменность — это нелюбимое дитя лингвистики, да, как раз обращая внимание на вот эту странную ситуацию с таким недостатком внимания, которую письменность получает
со стороны исследователей. А между тем письменность — это такая фундаментальная вещь, да, я уже об этом немножечко начал говорить. Есть такой американский, я даже не знаю, кто он, социолог, по-моему, Эндрю Босфорд, который вообще считает, что цивилизации мировые можно делить по письменности. Но цивилизации можно делить по разному принципу, например, там, по языку, по религиям, да, по образу жизни и хозяйствования. Но вот он считает, что вполне возможно разделить все цивилизации мира по принципу письменности. Вот как мы здесь видим, да, монгольская цивилизация относится к центральноевразийской, поскольку у нее арамейский корень, то есть ближневосточные корни. В этом она близка арабской, еврейской, эфиопской цивилизациям. Да? В то время как кириллическая письменность, которой мы все владеем, которую мы очень активно используем, на которой мы выросли, она принадлежит к другой, да, к западноевразийской цивилизации с греческим корнем. Здесь еще интересно то, что тибетская, например, письменность, да, которая тоже нам не чужда, которая составляет тоже очень важный фундамент нашей культуры, относится к центральноиндийской цивилизации. Таким образом, мы можем сказать, что мы как бы разделены, по крайней мере, между тремя цивилизационными системами, да, что тоже само по себе очень интересно и заслуживает того, чтобы задуматься над этим. Но вот поскольку разные цивилизации могут быть связаны с разными системами письма, то смерть цивилизации, какой-либо цивилизации, иногда может быть связана со смертью письменности. Да? Когда умирает письменность, с ней вместе умирает какая-то культура и даже целая цивилизационная система. Ну вот, например, посмотрите на эти системы письма, которых больше нет, да, которые больше не используются в мире. Это вот такая загадочная древняя инская алфавитная система. Ее ученые так и не научились читать, мы не знаем, что написано на этой табличке. Вот это более близкий нам вариант киданьской письменности. Вам кажется, что это обычные китайские иероглифы, на самом деле нет, потому что кидане, хотя и взяли, заимствовали иероглифы у китайцев, использовали их по-своему, и мы не знаем точно как. Существует целая группа ученых, которые пытаются киданьскую письменность расшифровать, и немножко продвинулись в этом процессе, но она все еще нам до конца непонятна. Есть, например, письменность ронго-ронго, кто-то из вас, возможно, слышал о ней, это письменность, которую использовали жители острова Пасхи. Тоже неизвестно, тоже до сих пор не дешифровано. Но есть и дешифрованные письменности, такие как, например, тюркская руническая письменность, там, глаголица, да, такой предвозвестник кириллицы, которая вышла из употребления довольно быстро. Письменность Сайомба, это монгольская письменность, есть легенда о том, что она приснилась во сне ее изобретателю, да, Занабазару. Не знаю, насколько это верно, но она тоже, в общем, перестала быть живой письменностью. Вот у меня вопрос. Я говорил о том, что исчезновение письменности и исчезновение цивилизации могут быть связаны друг с другом. Да? Но как вы думаете, почему еще некоторые письменности могут выйти из употребления? Что может быть этому причиной? Бесполезность. Ну, любая письменность, она на что-то нужна. Что еще? Политические события. Да, вполне. Глобализация. Но если мы говорим о древности, когда еще до глобализации было далеко, что могло быть причиной? Культурная ассимиляция, да? Появится более удобная письменность. Еще раз? Появится более удобная письменность. Вот это да, вот то, о чем я хотел сказать. Некоторые системы письма просто и с самого начала были неудачным проектом, да? Они были крайне неудобные. Глаголица я вообще не понимаю, как вот это можно было использовать в повседневной жизни. То же самое касается письменности Сайомба, да? Но мне кажется, учить такую письменность крайне тяжело. Некоторые системы письма бывает удобная, бывает неудобная, и это, собственно, определяет их выживаемость, да, в нашем мире. Поедем дальше. И это, в общем, привело к тому, что всего лишь, извините, не 4, а 5, да, здесь должна быть цифра 5, 5 систем письма в мире являются абсолютно господствующими. То есть весь мир, по сути, поделен этими 5 такими суперписьменностями. Да?
И я их написал здесь не по пальме первенства, так скажем, а по алфавитному порядку, потому что подсчитать количество людей, которые используют, например, латиницу, крайне тяжело. Да? Но, в общем, это арабская письменность, это различные вариации индийской письменности брахми, в основном распространенная в Южной Азии. Да? Это, конечно, кириллица на всем почти пространстве бывшего СССР, а также в Восточной и Южной Европе распространена кириллица, китайская письменность и латиница. Вот эти 5 систем письма являются самыми популярными в сегодняшнем мире. Это можно представить в виде вот такой вот карты. Для меня загадка, почему Антарктиду отнесли к латинице. Я не знаю, возможно, есть какие-то стандарты для этого, что там, не знаю, нужно использовать латиницу, если вы там в Антарктиде находитесь, я не знаю, но мне кажется, это ошибка. Вот. И мы видим, что действительно такие самые большие пятна как раз-таки совпадают отображает распространение самых распространенных систем письма. Но есть много других систем письма, которые не входят в эту супер-пятерку, да, такие как там, корейская письменность или монгольская письменность, да, или даже такие вот экзотические системы письма, как инуитское письмо. Вот, или там грузинская или армянская письменность, но это те системы письма, которые как бы сумели выдержать эту конкуренцию, да, и сумели доказать свою бытийность. Это может быть связано как раз с тем, что они удобные или с какими-то другими вещами. Несколько фактов, которые вам нужно, наверное, сразу запомнить или осознать, когда мы начнем уже более глубокий разговор о письменностях. Язык и письменность — это, конечно, неравнозначное явление. Да? Если языков на сегодняшний день, да, несмотря на все ускоренные темпы вымирания языков, все-таки около 7 тысяч, да, письменных систем, сегодня всего лишь 40. Если язык возникает, по некоторым данным, по некоторым догадкам, около 150 тысяч лет назад, когда люди стали, да, наши предки стали произносить первые членораздельные звуки, то письменности всего 5000 лет. Да? Большинство систем письма и того моложе, монгольской письменности гораздо меньше, или кириллицы гораздо меньше лет, чем например, я не знаю, египетскому иероглифическому письму. Лишь 4000 языков из 7000, чуть больше половины, да, имеет письменную форму. То есть почти 40% всех языков вообще не используют никакую письменность. В основном это очень маленькие, малоизвестные языки. Если я вам даже начну зачитывать их список, вряд ли вы узнаете какие-то из этих языков. Все равно большинство из тех языков, которые мы знаем, они используют письменность. Большинство языков используют, конечно же, заимствованную письменность. Есть совсем небольшое количество народов, которые сами придумали и сами до сих пор используют эту письменность. Те же самые уйгуры, у которых монголы письменность заимствовали, не придумали эту письменность сами, и более того, больше ее не используют. Да? Одна письменность может использоваться для множества языков, это понятно, и один язык может использовать 2 или несколько письменностей. Я тут хотел бы все это проиллюстрировать. Вот, кстати, древнейшая система письма, и, может быть, вы знаете, что это за система письма. Вот это что за письменность? Кто-нибудь? Это клинопись, да? Где она распространена? Была, да, когда-то в Месопотамии, да, в Междуречье, так скажем, на Ближнем Востоке. Это одна из самых древних систем письма. Это, я думаю, легко, да. Это китайские иероглифы периода, по-моему, Джоу. Вы знаете, что китайцы с самого начала использовали их, выцарапывая на черепаховых панцирях или на лопаточных вот этих костях. И с помощью вот этих текстов, в общем, и трещин, которые возникали на костях, гадали. Это была прям такая институциализированная государственная практика гадания. И вот черепаховые панцири или же лопаточные кости крупного рогатого скота. Вы знаете инскую письменность, да, которая возникает в долине реки Инд, современный Пакистан, еще до прибытия туда индоариев. И вот эту, я думаю, вы тоже, наверное, узнаете.
Да, это египетская иероглифическая письменность. Это самая древняя система письма. Они все практически вымерли, да, но вот китайская письменность до сих пор существует, немножко в другом виде, в более развитом. Но это совершенно удивительно, да, то, что такая древняя система письма существует до сих пор. На этой карте мы видим распространение латиницы. Здесь, слава богу, уже да, Антарктиду исключили. Вот такие более светло-зеленые пятна — это там, где латиница имеет статус наряду с другими системами письма, как, например, это происходит в сегодняшнем Казахстане, где пока еще ситуация двухписьменности, да, имеется налицо. Ну, мы видим, что латиница это такая письменность, на которой говорят люди, относящиеся к самым разным языковым семьям. Там, это не только европейские языки, это многочисленные азиатские языки. Например, Вьетнам, да, который на каком-то этапе полностью отказался от китайской иероглифики, полностью перешел на латинское письмо. Это значительная часть Африки, вся Америка, Австралия и так далее. И, наконец, я говорил о том, что некоторые языки используют более чем одну систему письма. Да, то есть в одном языке сразу несколько систем письма, причем используются не просто параллельно, да, а прям вплетаются друг в друга, как это происходит в случае с Японией, да, где 3 системы письма. Иероглифическая и 2 системы письма, которые как бы вышли из иероглифической, но являются совершенно самостоятельными системами, которые можно совершенно без всяких иероглифов использовать самостоятельно. Это хирогана и катакана. Да? И Япония в этом смысле, конечно, является уникальной страной. Таких стран не очень-то и много. Немножечко поговорим о религии. Да? Моя мысль заключается в том, что исторически не язык, а именно религия определяла выбор письменности. Это как бы такая контринтуитивная вещь. Людям кажется, что родственные языки используют родственные системы письма. Как, например, там, в Западной Европе, да, языки в основном все родственные, они все на латинице основываются. Но это не так. Точнее, с Европой это так, но с другими частями мира это не так. Кириллица и латиница, например, соответствуют разделению на восточное и западное христианство. Я вам сейчас покажу карту. Это карта Европы XI века. То есть не карта, созданная в XI веке, а карта, показывающая положение вещей в Европе в XI веке. Да, мы видим тогда уже разделение на католическое и православное христианство. Да, тогда еще и Турция была в составе Византийской империи. И, собственно говоря, сегодняшняя карта распространения кириллицы и латиницы, она очень точно повторяет вот это разделение между двумя крупнейшими ветвями христианства. Исламский мир построен на арабском письме. Я думаю, что это такая довольно самоочевидная вещь. Если мы посмотрим на эту карту распространенности арабского письма, мы видим, что она очень точно повторяет контуры исламского мира, но не совсем. Да? Мы, например, видим, что Центральная Азия, она исключена из арабского алфавита. Мы видим, что Индонезия, самая крупная мусульманская страна, все-таки использует сегодня латинизированную письменность. Но, тем не менее, в общих чертах мы видим, что там, где арабская письменность, как правило, там ислам. Да? И, наконец, письменность является символом религиозной культуры. Вот мы как раз заговорили о мусульманстве и арабской письменности. Да? Может быть, кто-то знает, что это такое. «Ла илляха илля иллаху Мухаммаду Расулуллах». Может быть, кто-нибудь в курсе, что это такое? Каждый, кто хочет принять мусульманство, должен повторить эту формулу 3 раза. Это такой символ веры мусульманства, так называемая шахада, да? То есть нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его. Так вот это изображение письменное, графическое, вы знаете, что арабское письмо читается справа налево, да, слева направо. Если повернете голову направо и посмотрите на эту письменность, вы узнаете, увидите какое-то сходство с монгольской письменностью, потому что у них единые корни. Вот. Само графическое изображение шахады уже является символом ислама. Да? Его, например, этот символ можно найти на флаге Саудовской Аравии, в частности.
Вот. Буддийский мир в этом плане не может похвастаться такой единой платформой. Он очень разорван культурно. Это связано со спецификой буддийской религии, которая очень гибка и легко приспосабливается к другим культурам. Поэтому буддийский мир, он очень мультискриптуален, да? Простите за такое неуклюжее слово, ну, то есть мир, который покоится на целом ряде письменности. Это и китайское письмо, это и тибетское письмо, это различные вариации брахми, да, используемые в Южно-Юго-Восточной Азии. Это еще одна картинка, которую я хотел бы вам показать. И она как раз связана с каллиграфическим искусством, которое изначально зародилось как религиозная практика. Вся каллиграфия изначально зародилась как религиозная практика. Каллиграфы были в среде иудеев, да, и манускрипты Торы, написанные вот таким вот убористым, но чрезвычайно изящным, красивым почерком. Вот эти вот два псалтыря, один православный, другой католический, да, написанные таким вот кириллическим уставом и готической письменностью латинизированные. Это все написано от руки. Здесь ниже уже гораздо ближе к нам. Может быть, даже кто-то сможет прочитать, что здесь написано на китайском. Нет таких знатоков. Это каллиграфическая надпись слова Будда, да, фо на китайском языке. А вот это кто-нибудь может прочитать? Да, он, конечно, многие могут прочитать, потому что вместе с йогой, да, вот это визуальное изображение символа индуизма, он тоже довольно широко по миру распространился. Ну и вот это, я думаю, наверное, по крайней мере, догадаетесь, что такое. Ом Мани Падме Хум, да, совершенно верно, на особом каллиграфическом тибетском письме, Джуцан он называется. Вот, то есть все эти примеры связаны с религией, и в нашей культуре, в буддийской бурятской культуре существовала такая традиция, что если вы хотите там, я не знаю, улучшить свою карму, стяжать какие-то заслуги, да, или каким-то образом еще послужить на пользу буддийской религии, вам нужно взять и переписать, если вы грамотный человек, переписать какую-нибудь важную буддийскую, священную буддийскую книгу. И люди этим занимались, переписывали целые тома. Это все, конечно, приводило к тому, что они старались сделать это красивее, да, и наслаждаться процессом. Все это делало свой вклад в развитие каллиграфической культуры, которая, вот, скажем, в этом центре сегодня очень активно развивается. Уже, правда, вне религиозного контекста, как самостоятельное религиозное, не религиозное, а самостоятельное искусство, да, так скажем, графическое. Да. Ну, для кого-то да, для кого-то, может быть, и нет. Есть такие страны, как Индия, которую вы видите на этом экране, очертания, которые вы видите на этом экране, в которых очень много систем письма. Да? Как вот в случае здесь с Индией мы видим сколько? 5, 10, 12, по-моему, систем письма сосуществует в Индии. С чем это связано? Ну, это может быть связано с тем, что, например, у индуизма нет четко выраженного артикулированного религиозного центра. Да? И все эти культуры и народы, они во многом понимали индуизм по-своему. Это приводило к развитию различных письменных систем или вариаций от брахми, вот этого древнего индийского письма. И вроде бы, ну, как бы вот такая сложилась ситуация. Это, конечно, огромный вызов для государства в первую очередь. Да? Как совмещать все эти системы письма? Например, то же самое было, кстати говоря, в Советском Союзе. Если кто-то помнит еще советский рубль, мы любили там его рассматривать, когда сидели в очередях, да? Там было написано 1 рубль на многих-многих-многих языках, в том числе на армянском, на грузинском, на прибалтийской латинице, да, и так далее. Вот эта же ситуация в Индии. И не так давно там был, несколько лет назад был большой скандал с новой рупией, вышла в оборот новая рупия, и там Министерство финансов, они почему-то подумали, что это никто не заметит, да, но они написали слово, вот этот значок рупия только на деванагари. Деванагари, конечно, это самая распространенная система письма, вот она занимает весь этот
вот всю эту зону, да. Но тем не менее, что произошло? Произошли погромы, да, люди выходили на улицы, громили банки, вступали в противостояние с полицией, все потому, что к ним проявили неуважение, к их системам письма проявили неуважение, к их культурам проявили неуважение, и к ним, как к людям, проявили неуважение. Да. После этого эта рупия была изъята из обращения, да, и вышла новая по старому стандарту. Вот такие проблемы могут возникать тогда, когда государство не совсем учитывает роль письменности в жизни людей. Это подводит нас к вопросу письменности и политики, да? Потому что в новейшее время уже не религия, а политика становится тем, что определяет письменность. Да? Разнообразие письменности с начала 20 века стремительно падает. Культурное пространство как бы гомогенизируется. Вот именно тогда наступает время тех самых семейств из 5 суперписьменностей. Да? Происходит массовая смена алфавитов и упрощение письменных систем. Возникает ситуация диграфии. Да? Сейчас я объясню, что такое диграфия. Но прежде я хочу вам сказать о том, что когда люди встают перед выбором, какую письменность выбрать, в конце концов, на какую письменность поменять их традиционную письменность, здесь, как правило, есть два важных фактора. С одной стороны, конечно, люди стремятся к удобству, практичности и быстроте обучения. Да? Согласитесь, что обучить ребенка там какой-нибудь очень сложной системе письма с многочисленными исключениями, да, с какими-то нестандартными правилами и так далее намного сложнее, чем каким-то простым системам письма. Но в то же время, конечно, люди не спешат избавиться от старых систем письма и зачастую сопротивляются реформам, потому что письменность обеспечивает им культурную преемственность, ту самую незримую связь, точнее, почему незримую, зримую связь, да, с историей их предков, да, с какими-то корнями их культуры. Вот. Но тем не менее, если у государства на то есть сильная воля, и большинство, ну, может быть, не большинство, но какая-то часть общества с этим согласна, происходят радикальные реформы. Да. Вы знаете какие-нибудь радикальные реформы по смене письменности? Что приходит? Ну, где это произошло? В Советском Союзе, да, это не только в Бурятии произошло, на самом деле, это произошло по всему Советскому Союзу, да, мы знаем, что, скажем, в Средней Азии, как называется, сегодня Центральная Азия, произошел полный отказ от арабицы, от арабской письменности, на которой базировались все мусульманские народы, да, Российской империи, в том числе и татары, башкиры и вот, значит, узбеки, в данном случае мы видим фотографию из Узбекистана. И люди были сначала переучены на латинское письмо, а потом на кириллическое письмо. И все это в течение там, буквально 1-2 десятилетий произошло. Кстати, вы не знаете, почему большевики сначала решили провести проект всеобщей латинизации? Почему сразу не перешли на кириллицу? Почему все-таки была вот эта вот... Кстати, был проект даже перевести и русский язык на латиницу, но он не был реализован. Почему латиница? Ни у кого нет идей? Да, это совершенно верно. Это связано с идеей о мировой революции. Тогда большевики свято верили в том, что то, что произошло в России, это только первый этап, это начало, скоро весь мир станет коммунистическим. А тогда зачем нужна вся эта письменное разнообразие, да, когда можно писать на латинице и тем самым как бы обеспечивать такую общую культуру новую. Но потом, когда к власти пришел Сталин, когда большевики разочаровались в идее, значит, мировой революции, произошла смена политической парадигмы, и люди стали верить в то, что можно построить коммунизм в отдельно взятой стране. И тут начинается уже и эпоха кириллицы. В случае с узбекским письмом мы видим, что в 1928 году они отказались от арабской письменности, перешли на латинский алфавит. В 1940 году произошел переход на кириллицу. И в 1992 году снова вернулись уже к другому, не янолиф, а немножко другому современному латинскому алфавиту. Да, в Узбекистане вот такая вот чехарда привела к разрыву
культурному, межпоколенческому. Да? То есть вот у таких перескоков, в котором, конечно, узбеки отнюдь не являются там единственными ответственными, да? Но тем не менее приводит к тому, что люди вот оказываются оторванными от своего там литературного наследия. Им тяжело читать на прошлых системах письма. И в Узбекистане сегодня на самом деле есть ситуация диграфии, той самой, о которой я немножко еще позднее расскажу. Другой подобный же проект, но немножко другой, конечно, это проект по упрощению китайской письменности, который произошел в Китайской Народной Республике практически сразу после прихода к власти там коммунистов. Да, Мао Цзэдун инициировал эту реформу, но на самом деле еще до Мао Цзэдуна, еще в период китайских националистов, уже предпринимались такие попытки. Многие считали, что все проблемы Китая, там слабый экономический рост, да, отставание от западных стран, связаны с тем, что вот такие вот иероглифы сложные, их тяжело писать, население повально безграмотно, да, и так далее. Поэтому решили иероглифы упростить. Для этого была особая система. Я здесь ее не буду объяснять, но вы примерно можете себе это представить. То есть в такой огромной стране, как Китайская Народная Республика, была проведена эта гигантская реформа. Да? Мы все помним, что китайская письменность одна из самых старых из существующих до сих пор систем письма. Так вот, система письма китайская была таким образом упрощена, и мы можем понять, почему. Вот, например, один из самых сложных китайских иероглифов, да, он читается как бян, он означает всего лишь один вид какой-то там такой плоской лапши. Да? Китайцы шутят, что в этом иероглифе не меньшее количество черточек, чем в тарелке с этой лапшой. Да? И чтобы этот иероглиф написать, легче быстрее приготовить это блюдо. Вот, поэтому, ну, это, конечно, такой экстремальный случай, но мы все примерно понимаем, почему китайцы пришли к этой идее сокращения, упрощения иероглифов. Иероглифы, кстати, были упрощены не только в КНР, но и потом после КНР уже и Сингапур эту реформу воспринял, и японцы немножечко упростили свои иероглифы. Но есть такие регионы, как Гонконг, Тайвань и Макао, которые до сих пор пользуются традиционной, сложной системой китайского письма. И это тоже приводит к ситуации диграфии в одной стране. Диграфия это, или бискриптуальность, это ситуация, когда в одной стране используются сразу две письменности, да? И это вызывает зачастую такую культурную мискоммуникацию. Причем диграфия может быть одновременной, как это, например, сейчас происходит в том же самом Гонконге, который является частью КНР, но в котором используется одновременно упрощенная система и усложненная система, да, и это все дезориентирует детей, много создает проблем в школах и в других сферах, конечно. Есть также последовательная диграфия, это вот как в случае с Узбекистаном, когда вроде бы отказались от кириллицы и ввели латиницу, но старшее поколение отказывается учить латиницу, кириллица все еще существует, сосуществует, да. И, по сути, страна находится вот в этой состоянии этой диграфии. Казахстан тоже пошел этим путем. Такая ползучая латинизация, она продолжается, но пока вообще непонятно, насколько она будет успешной. Еще многие недовольны, да? Люди не хотят переучиваться, людям тяжело это делать и так далее. Я здесь не оцениваю, хорошо это или плохо, я просто говорю, что всегда смена алфавита — это огромный вызов, да, для страны, для государства и для культуры. Последняя вещь, перед тем, как я закончу, мне бы хотелось рассказать немного об орфографической глубине письменности. Тоже очень интересное явление. Орфографическая глубина указывает на степень отклонения письменного языка от простого однозначного соответствия буквы фонема. Она зависит от того, насколько легко узнать произношение слова по его правописанию. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. И наиболее таким невыносимым языком, да, для тех, кто его изучал, является французский. Да. То, что написано здесь, если вы не знаете правил произношения, да, крайне тяжело прочитать. Да. А написано очень просто «боку», и непонятно, зачем все это нагромождение этих букв, которые не читаются в большинстве случаев. Да. Ну, понятно почему, потому что во старофранцузском это слово произносилось как «биокоп», а само это слово восходит к латинскому «белус колпус». Да. Значение этого слова
красивый удар. Я не знаю, почему красивый удар в конце концов превратился в слово «очень», да? Но пути развития лексики, да, неисповедимы. Так вот, это означает, что у французского языка, так же, как и у английской латиницы, монгол-бичик, тайского письма, тибетского письма, очень глубокая, очень большая глубина орфографии. Да? То есть для того, чтобы научиться читать на этих системах письма, нужно потратить немножко больше усилий. Вы знаете, что в английском языке, в английской латинице большое количество букв, которые произносятся или вообще не произносятся, да, но пишутся, или произносятся в двух случаях, идентичных совершенно по-разному. Да, и для того, чтобы выучить английский язык, нужно выучить огромное количество исключений из правил. Да. Этого не нужно в арабской письменности, в деванагаре, в корейской, хангыль называют сами корейцы. Там все ясно, там это прозрачная система письма, у них поверхностная орфография. Русский, кстати, относится сюда же, в русском языке довольно мало исключений, да, какое-нибудь слово «канапе», всем кажется, что надо писать в конце, надо писать но это все-таки совершенно не сравнить с тем бардаком, который происходит во французском, например. Да? Но, не все так просто. Я сейчас продолжу об этом говорить. Вот, кстати, может быть, кто-то знает, как читается это английское слово Q, да. Очень просто читается, при этом нагромождение букв тоже огромное, да. Q означает, что означает Q? Очередь или косичка, да, у них первичное, по-моему, даже значение. Вот тибетский, это я транскрибировал имя 14-го Далай-ламы, Тензин Гьяцо, да, в котором Б, С, вот этот апостроф, вот это R и вот это М не читаются. Зачем они там, да, для чего? Потому что раньше они читались, да, был этап развития древнетибетского языка, когда это читалось, теперь это не читается, но это тем не менее пишется. Монгол-бичик, Улаган Багатур, вот так принято записывать, многие из вас знают, да? Произносится это как Улан-Батор. К чему вот эти га в двух случаях, да? Опять-таки по той же самой причине, потому что когда-то это, по всей видимости, произносилось Багатура, сегодня произносится как Батор, в русском в заимствованной форме богатырь, все еще как бы осталось, да? Вот. Это, собственно, и есть глубина орфографии, и она... Для чего нужна глубина орфографии? Какие преимущества она дает, кроме того, что, точнее, не кроме того, какое утешение она дает тем несчастным, которые изучают эти языки, так скажем? Подсказывать этимологию, но это скорее нужно для ученых, да, чем для простых людей. Их трудно понять. Секретный язык, да, такой. Память улучшает. Ну, кстати, да, очень хорошая идея о том, что действительно тренирует память. Но вообще я уже говорил о том, что такая глубина орфографии, она создает ту самую связь людей с прошлыми поколениями. Да? Мы как бы ощущаем эту связь о том, что мы взялись не из ничего. Да? У нас есть история и сам язык. Зрительно, сама письменность зрительно, да, каждый день напоминает нам об этой истории. И вот эти вот попытки, бесконечные попытки, да, уже в постсоциалистическое время в Монголии произвести обратную смену алфавита, они именно этими объясняются, для чего монголы пытаются восстановить свою былую систему письма. Да. У нее масса недостатков. Да, у него очень большая глубина орфографии, огромное количество разных особенностей, которые нужно помнить, но которые на самом деле вообще совершенно непрактичны. Она пишется сверху вниз. Это, конечно, красиво, но это плохо вписывается в наш горизонтальный мир, да, в какие-то там типографское оборудование, в компьютеры, операционные системы и так далее, все это вписывается плохо. И монголы это прекрасно понимают, что с введением монгол-бичик у них начнутся очень большие технические проблемы, большие расходы, да, на решение этих технических проблем и так далее. Но тем не менее, они стремятся к этому. И сейчас уже, я думаю, практически все монголы монгол-бичик знают, потому что изучают в школе его. Для них это возможность восстановить ту самую связь, да, во многом пострадавшую в эпоху модернизации с
связь там со своим прошлым, да, со своей прошлой культурой. Я не знаю сейчас, каковы актуальные сроки перехода на монгольскую письменность, там, озвучивались там, да, там, когда-то было там 2000 год, потом стал 2012, сейчас 2025, да. Ну, при этом, конечно, мы понимаем, с чем связаны все эти переносы, потому что это не так просто, да. Конечно, там какой-нибудь депутат легко или министр пообещает, но в реальности, конечно, все это сделать довольно тяжело. Они вроде бы сказали, что это финансово очень трудно потянуть. Да. Ну, я думаю, финансы здесь определяющая вещь, да. Так или иначе, но, тем не менее, монголы к этому стремятся, так же, как стремятся многие другие народы. Я здесь не оцениваю, хорошо это или плохо, у этого есть плюсы и минусы. Я просто пытаюсь объяснить, почему так происходит. Почему так происходит у нас в сегодняшней Бурятии, которая, конечно, вряд ли думает о том, чтобы перейти на монгольскую письменность, да, потому что это даже невозможно по современному законодательству. Но почему монгольская каллиграфия сегодня, да, приобретает такой как бы взрыв популярности, мы понимаем, да, потому что это тоже попытки бурят таким образом приобщиться, да, как бы восстановить ту самую утерянную связь со своим прошлым, со своей прошлой культурой. И в конце, буквально так, чтобы подвести итоги, письменная система является сильными маркерами культурной идентичности. Я думаю, с этим никто спорить не будет. Письменность обладает способностью как разделять, так и объединять культурные группы. Диграфия, то есть когда две или более письменности сосуществуют в одной стране, как явление возникает, когда языковая общность разделяется различными религиями и культурами. Смена письма может изменить культурную ориентацию. И орфографическая глубина у некоторых письменностей служит символическим мостом, соединяющим сегодняшнюю культуру с прошлой. У меня все. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. Что значит смена письменности может изменить культурную ориентацию? Ну, когда большевики проводили реформу письменности, они, конечно, держали во главе создание вот этой вот советской культурной общности, которая, там, скажем, исключала религию вообще как таковую, да, из своей орбиты. Во многом это им удалось, да, потому что действительно советская общность на каком-то этапе стала объективной реальностью, и там, скажем, жители Узбекистана, приезжая в Москву, могли общаться и понимать какие-то знаки, культурные символы и так далее, там, стоя в очереди к мавзолею Ленина, там, понимать там, и разговаривать на одном языке с латышами, читать одну и ту же надпись Ленина на кириллице и так далее. То есть произошла в определенном смысле смена культурной ориентации. Да? Может, она не была столь глубинной, и когда Советский Союз приказал долго жить, эти страны очень быстро вернулись, не то чтобы к исходному, но быстро повернулись к своим как бы, более корневым культурным системам. Но, тем не менее, смена алфавита, конечно же, может оказывать довольно серьезное влияние на культурную идентичность. Именно поэтому такие народы, особенно маленькие народы, как, например, грузины, да, отчаянно держатся за свое письмо. Да? Армяне то же самое. Или тибетцы, например. Мы знаем, что КНР делает так или иначе какие-то попытки постепенной гомогенизации всего китайского населения. Но во внутренней Монголии, в Тибете и в Синьцзяне для этих народов, конечно, смена их письменности и замена ее на иероглифическую совершенно неприемлема. Да? И китайцы это понимают, поэтому делают это как-то очень медленно и осторожно. Вот. Да, Бату? Мне кажется, сегодня очень сильное влияние имеют именно технологические новшества, да, и те же смартфоны, допустим. Да, это уже не на уровне государств, у которых есть планы, а на уровне технологий. Ну, допустим, возьмем бурятский язык. Да. Россия может себе позволить создать целые органы, которые будут создавать системы проверки орфографии для удобства письма и так далее. Но, скажем, у нас у бурят нет таких органов, да, каких-то государственных, которые могут взаимодействовать с Apple, с Google, да, и создавать вот это удобство. И я просто еще там лет 10 назад обратил, в Кижинге, я раньше приезжал, там все дети разговаривали только на бурятском, но потом им на смену приходят гаджеты, да, где они в мессенджерах общаются, и там неудобно писать на бурятском.
Ну, начнем даже с того, что вот самое распространенное нет, да, вот это вот. И нет проверки орфографии, там у многих с грамотностью проблемы, им становится проще, легче писать на русском языке, и таким образом они начинают думать на русском языке, да, поскольку они формулируют свои мысли на русском языке. Вот так язык постепенно отмирает, и тут уже как бы возникает такая ситуация, когда страны, которые могут себе позволить создавать целые аппараты, которые, там, государственные, которые занимаются обновлением языка и приспособлением к новым технологиям, ну, письменности, то народы, у которых таких ресурсов нет, они просто вынуждены либо сменять полностью, да, это уже на уровне не государства, а на уровне технологий, мне кажется, это влияние на сегодня колоссально. Да, я согласен с этим, трудно не согласиться, но тем не менее надо еще, правда, учитывать один момент, что развитие современных технологий могут как затруднять, так и облегчать, да, восстановление каких-то систем письма, потому что гораздо легче ввести, там, я не знаю, отрисовать какие-то новые шрифты, чем менять, скажем, капитальные мощности в таком учреждении, как типография, да, заново отливать все вот эти вот лигатуры там, и так далее. Ну, опять-таки, здесь можно спорить. Но в целом, да, я согласен с тем, что глобализация — это не самый лучший друг культурному разнообразию, так скажем. Да? Глобализация стремится, конечно, к какому-то единому стандарту. Да? И таким транснациональным корпорациям, как Apple или Google, гораздо удобнее работать с ограниченным количеством письменных систем, чем множить там, их до бесконечности. Да. Можно Да? Вот когда, например, кириллица либо латиница, да, пишут разными шрифтами. Да. Пытаются не ровно, какими-то там пухлыми буквами, да? Но примерно все равно можем понять и прочитать. Всегда. Мы можем в любом случае прочитать, как бы там дизайнер не изощрялся, да? А вот в монгольской письменности это возможно? То есть как бы он красиво не писал, человек, который читает и понимает эту письменность, он прочитает, да? Но, я не знаю, это, наверное, вопрос все-таки не по адресу. Здесь нужен специалист по вот этим вот, я не знаю, компьютерным системам, как это приспосабливается. Да. Я знаю, что для монгольского письма очень мало вообще готовых, хороших шрифтов. Просто потому что этим мало кто занимается, не так много людей, кто этим занимается. А сегодня мы привыкли к тому, что мы можем там играть со шрифтами, менять их, да, и когда один и тот же шрифт постоянно используется в дизайне, это начинает надоедать. Это как бы рушит всю оригинальность там, да, творческой работы и так далее. Это тоже, кстати говоря, проблема. И для того, чтобы эту проблему решить, нужно заинтересовывать людей, чтобы они больше уделяли внимания, да, монгольскому шрифту и другим вот таким малым шрифтам. Ну да, к сожалению, там таким алфавитом, как армянский там, или монгольский, тяжело тягаться с вот тем огромным разнообразием там, оформления, да, шрифтового там, с такими крупными языками. Да? На самом деле количество шрифтов оно не определяется сложностью письменности. Это вообще никак не влияет. Оно определяется только развитием инфраструктуры, количеством, так скажем, носителей языка и готовностью их вкладываться в их разработку. Вот здесь в рамках того же цикла СНУ в июле месяце Инджима Батуева показывала прекрасную лекцию. Вот Инджима здесь с нами. Она показывала прекрасную лекцию с примерами монгол-башик. Она показывала немножко в другом контексте для наших художников, да, для работы лаборатории. Показывала примеры применения разных шрифтов на вывесках, в рекламе, в постерах и так далее. Там такое дикое разнообразие, от самых нечитаемых форм до прекрасно наборных шрифтов. Да? То есть это вот количество шрифтов все-таки определяется в первую очередь развитостью и количеством носителей. Вот, наверное, так. А сложность вообще никак не влияет на... Вот когда-то было время, в начале нулевых, в русскоязычном пространстве была очень серьезная дискуссия о том, что русский язык хуже, чем английский, потому что у него много выносных элементов, и такие буквы, как Ж, Ч, Ща там, и остальные, их крайне сложно отрисовывать. Но эта дискуссия исчезла буквально через десятилетие. Я сам лично ее живой свидетель. Она исчезла просто потому, что стало много словолитин, удешевились средства производства компьютерных технологий, такие программы, как Glyphs и фонд-эдитор и прочее. И это все, этот вопрос просто исчез.
И больше никто даже не вспоминает об этом, хотя тогда это была очень жесткая дискуссия. И многие говорили, что надо упрощать, горячие головы предлагали упрощать русский язык, убирать лишние буквы и переходить к более латинским формам графем, глифов. Все, извиняюсь. Да-да. Меня интересует ваше мнение. Считаете ли вы нужным нам, бурятам, в том числе калмыкам, может быть, тувинцам, изучать монгольскую письменность? Я думаю, что, конечно, если такое желание есть, если вы хотите более глубоко понимать, да, свою культуру и как-то укрепить свою культурную идентичность, то как раз изучение письменности и занятия каллиграфией, например, то же самое, это очень хорошая практика для этого. Да? То есть, изучив монгольскую письменность и научившись красиво, изящно писать, вы проделаете гораздо большую работу, чем там, прочитав, я не знаю, там, большое количество книг. Да? Хотя это тоже, конечно, нужно. И книги нужно читать. Я думаю, что да, действительно, это один из таких очень эффективных способов причаститься, как-то, да, стать частью своей культуры. Отсюда следует следующий вопрос. Как думаете, нужно ли нам, бурятам, модернизировать монгольскую письменность, потому что Ван Доржиев же создал Вагинтару, да, бурятскую письменность на основе старомонгольского. Насколько это, как думаете, правильно? Да, я лично не считаю проект Аглана Доржиева по созданию Вагиндры успешным проектом. Те, кто знает Вагиндру, видят, что она достаточно неказистая, что монгольская письменность сама по себе выглядит гораздо более совершенной, да, чем Вагиндра, и не хочу обидеть братьев калмыков, чем Тодубичек. Вот, но, конечно, такие реформы, в принципе, возможны, да, приспособления письма. И они, кстати, происходят. Например, очень многие графемы в монгольском письме, во внутренней Монголии, сами по себе упростились, да, за последнее время. И как бы после этого там ничего там страшного не случилось, небо не рухнуло на землю. Да? Хотя многие такие вот, скажем, ортодоксы, они считают, что вообще нельзя притрагиваться к этим вещам, это там священное, да, нечто священное. Но вообще я считаю, что даже при всей этой сложности, при всей этой глубине орфографии монгольского письма, она вполне может и в этом виде эффективно существовать, изучаться в университетах и в школах. Это, да, немножко сложнее, но как-то существует же вся французская система изучения, да, там, языка, и ничего, да, люди стонут, но тем не менее. Я знаю, что как-то федеральное правительство Германии несколько лет назад пыталось провести реформу по упрощению немецкого языка, убрать там некоторые дифтонги и лигатуры. Это вызвало возмущение даже не столько в Германии, сколько в Швейцарии, в Австрии, в Бельгии, да, в таких немецкоговорящих странах, потому что, ну, они как бы резонно заявили, а что вы нам навязываете, да, почему вы должны это решать, да, и в конце концов там министерство, которое за это отвечало, вынуждено было отступить, и как бы вот эта реформа немецкого языка не произошла. То есть я не думаю, что это такой самый актуальный вопрос для нас. Да? На монгольском письме вполне можно читать по-бурятски, и в этом, возможно, не только его недостаток, но и какой-то его ресурс, да, большой. Коля, если ты был бы министром образования, ты бы двигал бы вертикальное письмо в массовое, там, через школы или еще через что-то? Ну, мы должны понимать политические реалии. Да? В России запрещены для официального использования все системы письма, кроме кириллической. То есть это не дает возможности, скажем, татарам развивать арабское письмо на официальном уровне и так далее. Но даже несмотря на такие ограничения и запреты, которые в принципе понятны, да, это не то, что прям там ужас. Многие страны на самом деле вводят такого рода ограничения. Есть возможности развивать эти системы письма другим образом, да, и иногда даже как бы их незашоренность, их не вовлеченность вот в официальное делопроизводство делает их такие более артикулированными культурными символами. Но кто-то со мной может не согласиться, и это, наверное, действительно там повод для дискуссии, но в целом я так думаю. Да. Например, как?
Но вот то, что сейчас само по себе, как общественная инициатива, происходит в Хэп-Хабе, я думаю, это как раз то самое развитие, которое нужно поддерживать. Потому что оно, как вот я, отвечая на вопрос уже, девушке говорил, оно углубляет наше понимание культуры, да, вообще наш уровень культуры, так скажем. Да. В этом заинтересованы все, не только буряты. Я думаю, вся Россия заинтересована в том, чтобы люди сохраняли культурное разнообразие. Этим наша страна и сильна. Да. Если все на свете гомогенизировать, всех сделать одинаковыми, всех заставить писать на одном языке, говорить на одном языке, я не думаю, что такая большая страна, как Россия, от этого выиграет. Как правило, это приводит к культурной деградации. Да? Вот. Поэтому, если это невозможно на законодательном уровне осуществить, это можно делать в качестве общественных инициатив. Да? И это будет, я думаю, очень позитивным трендом, который уже, в общем, уже имеет место быть. Да, наверное, последний вопрос, и мы закончим. Так как сейчас, получается, в мире латиница преобладает, как вы думаете, влияет ли это на общемировую культурную деградацию в тех странах, где развита латиница? Да, хороший вопрос. В конце концов, выбирают, конечно, сами народы, да, никто не может навязывать им свою волю. Когда вьетнамцы избавились от китайской иероглифики, перешли на очень странный латинизированный алфавит с многочисленными какими-то диакритическими знаками и так далее, конечно, было огромное сопротивление внутри общества вьетнамского, но тем не менее они это сделали. Объединило ли это международный культурный ландшафт? В чем-то да, в чем-то нет, я не знаю. Каждый решает сам. Наверное, все зависит от того, насколько сами народы ценят свое письмо, насколько они готовы или не готовы от него отказаться. Иногда, конечно, их заставляет это делать, но в целом, я думаю, что да, наверное, такое излишняя гегемония латиницы, она не может радовать, она скорее в каких-то вещах раздражает. Другие системы письма могут выглядеть намного красивее, как бы делать мир вокруг нас, да, более привлекательным. Но это опять-таки мое личное мнение. Спасибо за ваше внимание и за прекрасные вопросы. Самpai на мой город, такой, родной, ой, 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 самpai на